Совсем недавно прошло заседание комитета, куда позвали общественность на тему апартаментов. Ты там выступал. И вот эта фраза о том, что этот закон об апартаментах – это грузинская мечта, она очень широко распространилась. Я бы хотел попросить тебя еще раз раскрыть, какие опасности и в этом конкретном контексте, и в целом, на твой взгляд, несет этот закон. Это, в принципе, вопрос общий, именно какие опасности, которые еще не озвучены, хотя общественность сказала уже об очень больших, таких судьбоносных вопросах. Добрый день. Ну да, действительно, проходил комитет по законопроекту об апартаментах, бурное обсуждение, все за этим наблюдают. Многие опасности и многие вещи, которые у нас были сказаны и озвучены там людьми, которые обсуждали этот законопроект, имеют право жить, потому что это действительно так. Здесь не только рассматривая такого характера законопроект, мы не можем говорить только об экономической целесообразности. Да? Любой законопроект должен еще рассматриваться с разных сторон. Да? Не только экономика, но и безопасность, как это повлияет на демографию, как это повлияет на вообще на положение внутри Абхазии, как изменится облик Абхазии, облик города. Да? То есть все эти вещи должны быть продуманы прежде всего. Должны быть, все эти обоснования должны быть разложены по полочкам, да, взвешены и понимать, что перевешивает, какая чаша весов сегодняшний день перевешивает, чтобы принять этот законопроект или не принимать этот законопроект. Для меня, рассматривая его и работая, смотря что было предложено, я тоже сперва углубился там в экономические какие-то аспекты, да, вот как это сделать, нужно ли это вообще. Но потом я понял, что главная проблема, для меня, по крайней мере для меня, да, это совершенно другая опасность. Так как этот законопроект, он родился не сегодня. Да, мы его так обсуждаем, как будто этот законопроект был родился вот только сейчас. Да. И эти проблемы стояли перед Абхазией очень давно. Это проблемы о недвижимости, которые также обсуждались. Да. И просто начал рассуждать. Вот давайте посмотрим, впервые, я говорю о ближайшей истории, да, о ближайших парламенте. Это 16-й год, когда обсуждался бурно закон об обороте недвижимости. Вообще, в принципе, сам закон об обороте недвижимости внутри Абхазии, внутри граждан Абхазии, как это должно быть, там было расписано много хороших, нужных вещей для граждан Абхазии, которым этот закон предлагался. И всего лишь мы должны понимать, что всего лишь одна статья в этом законе, которая говорила о продаже недвижимости иностранным гражданам, привела к тому, что закон не приняли. И вот не то, что не приняли, он даже не обсуждался и не выносился на сессию. Он как родился, так и умер в стенах парламента, на комитетских слушаниях. А родился он точно в стенах парламента? По крайней мере, выносил его депутат парламента тогда Сергей Миронович Шамба. Да, это был его проект. Да, он обсуждался, туда приходили, и те же опасения, которые мы сегодня высказывали, в принципе, тогда это очень легко посмотреть. В наш век можно зайти в интернет, да, никаких. Тот, кто хочет найти может всегда. Да, и все эти вопросы, которые поднимаются сегодня, они поднимались и вчера. Тот созыв парламента принял решение, что этого делать совершенно не стоит. Что мы сделали сегодня? Рассматривая законопроект об апартаментах. Да. Фактически мы из того закона, который предлагался в 2016 году, вынесли только одну статью, которая решала продажу недвижимости иностранным гражданам, развернули ее и подали, скажем так, с другими специями, да, назвав его по-другому. В чем опасность? Мы уже все об этом говорили. Для меня главная опасность. И в 2016 году выступление, посмотрите, пожалуйста, выступление грузинских бизнесменов. Посмотрите выступление грузинских политиков, которые говорили, что
и знали, что такой законопроект обсуждается, обсуждали его, давали тогда интервью, да, и начиная, я не знаю, от всех, ну, более-менее богатых грузин, которые там находятся в России, да, они все были готовы к тому, что этот законопроект принятся. Для чего? Они говорили, что мы начнем строить дома там, и ничего им это не запретит, да. И в то же время, чтобы не поссорить абхазов с теми, кто там вернется, да, мы им будем просто покупать новые квартиры, новые дома. Это фактически возвращение беженцев. Для меня частично это возможно, и этот законопроект, кстати, не будет регламентировать, не регулировать этот процесс, он не регулируем, потому что прежде всего это касается, мы говорим об иностранных гражданах, мы сегодня прекрасно понимаем, что немалая часть беженцев, их там детей, которые уже выросли, да, и вообще являются по своей сути россиянами. Говорит, ну они же россияне. Мы можем россиянам запретить. Когда мы говорим, мы запрещаем россиянам покупать недвижимость в Абхазии, у меня вопрос сразу возникает. А грузины, проживающие в Москве, что, не являются россиянами? Конечно. Более того, я скажу, все общины грузинские готовы вложиться деньгами. И у них эти фонды уже давно создаются. Они давно созданы. Они просто ждут отмашки. Поэтому я не понимаю, когда мы говорим о том, что мы этот закон должны принять, и вот и считаем экономическую составляющую этого закона. У нас прежде всего на чаше весов не экономика, а безопасность. Если мы возвращаем беженцев, тогда лучше скажите, слушай, давайте мы вернем сюда беженцев, и условия возврата беженцев вот такие, вот такие, вот такие. Не надо, зачем всех обманывать, да, преподнеся, что это экономическое благо для государства, а под этим мы получим совершенно другие вещи. Вот что я попытался сказать, и сейчас говорю, и вот та опасность, которую я вижу на самом деле. Под этим еще сюда спокойно зайдет криминал. А что, мы не знаем, как это происходит? Конечно, знаем. Мы что, не понимаем, что апартаменты, которые будут продаваться, это может происходить совершенно не на территории Абхазии, я могу их в Москве купить. То же самое, мы сидя сейчас вот здесь в студии, я могу купить апартаменты в Батуми. Никаких проблем нету. Я позвоню, найду риэлтора, скажу, я проплачу, он найдет мне квартиру, я в Батуми стану собственником апартаментов. Та же система будет действовать и в этом случае. Только из нашей студии не будем этого делать. Не, ну не будем, мы можем этого не делать из нашей студии, конечно. Да? Я к тому, что это в принципе, любой точке, да, возможные вещи, никак не регламентированы. И все, что мы там пропишем про законы, что вот тем, кто там против Абхазии выступал, не работает это у нас. Я уже несколько раз приводил примеры. Эти вещи у нас не работают. Слушайте, давайте, вы посмотрите, когда стоял вопрос о паспортизации, когда отзывали или отнимали паспорта, у нас была масса людей, получивших абхазское гражданство и паспорт, которые воевали на стороне Грузии. Да? То есть, даже такие вещи были возможны. Потом хочу задать один вопрос. Если мы готовы к принятию такого законопроекта, имея такую опасность, тогда скажите, а для чего вообще освободительное движение, которое было в Абхазии, для чего была война, что мы отвоевывали, почему мы вообще это затеяли, да? Для чего это нам нужно было? То есть мы сегодня по истечении 30 лет и накануне, кстати, 30-летия Дня Победы принимаем закон, который рубит фактически все основы государственности, которую мы закладывали. Он опять ставит нас на грани исчезновения, на демографической экспансии всех опасностей, которые существуют. Я бы очень сильно подумал над этим. Конечно же, мы с вами обсуждаем сегодня это, находясь там не в стенах парламента, но, конечно же, есть депутаты, конечно же, мы это говорим, потому что наши опасения депутаты должны услышать. Они могут это как и принять, так и не принять. Да, в любом случае, на их плечах сегодня огромная ответственность.
Которые туда переложили. Ну, они Ну, могут да, которые туда легко переложили. они могут от Это их дело, как они это будут делать. Да, я не вмешиваюсь и не собираюсь вмешиваться. Мы народ избрали на избранников, мы просто пытаемся сказать наши опасения. Да и, по-моему, наши опасения вполне аргументированы. Я не вижу оппонентов, да, которые... почему бы это не могло произойти. Это обязательно. И, кстати, я думаю, в этом как раз таки есть опасность. Поэтому экономика здесь не считается, я даже останавливаться на ней не хочу. Да, я не хочу ни на каких пунктах, ни на какой статье этого закона обсуждать как в отдельности, потому что в целом закон написан нормально. Вот спросишь меня, как бывшего депутата, как написан закон, закон написан хорошо. Ну, есть разные мнения на этот счет. Не, ну написано нормально, да. Если придерживаться буквы закона, да, он написан хорошо. Ну, здесь речь а если говорить о духе закона, да, то тут никакого духа закона не существует. Здесь речь идет, если нам как бы это преподносится как же место размещения для туристов, так же как-то это нам преподносится, да, тогда реально можно написать закон об обороте коттеджей, не знаю, отдельно гостиница. Давайте закон о туризме, например. Ну, да. Я даже, будучи, допустим, у нас будет закон о туризме, и потом по каждому из этих как бы пунктов отдельно, да. Вообще, если чуть-чуть, тогда уже раз мы так углубляемся, да, тогда я скажу, вообще термин отели, апартаменты, да, это туристический термин. И мы, те, которые готовим закон о туризме, апарт-отели и апартаменты как туристический бизнес могли бы прописать в этом законе. Для этого нам отдельный закон об апартаментах не нужен совершенно. Об этом и говорю, что зачем отдельно о какой-то условно комнате писать закон, если под этим нет ничего страшного. Да, для чего? Это же у нас готовится закон о туризме, принимайте. В конце концов, стройте дома отдыха, восстанавливайте. Мы когда говорим об инвестициях, да, все время говорим инвестиции, но часто под этим словом инвестиции у нас стоят просто продажи. Да? То есть мы хотим просто продать, назвать, да, при этом говоря хорошее слово инвестор. Да? Это не так красиво, такое.